Қайырлы күн, құрметтер бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, әріптестер. Сіздерге 2025 жылы Павлодар қаласын абаттандыру жоспарлары бойынша мәлімет беруге рұқсат етіңіз. Алдымен бізде бастайтынымыз жол мәселесі. Сіздер білетіндей 25 наурыздан бастап асфальт зауыттары іске қосылды. Қазіргі таңда 10 бригада жұмыс атқарады. Ауа райына байланысты шұңқыр жабу жұмыстары істелініп жатыр. Биыл бізде 15 көше орташа жөндеуден өткізіледі, 17 шақырым тас жолдарын асфальттау және 15 шақырым тротуар орнату жоспарланған. Сонымен қатар 13 білім нысанын, 3 медициналық ұйым және 107 ауланы асфальттау көзделген. 50 аулада ойын алаңы орнатылады. Қазіргі таңда 10 аулада жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұдан басқа 10 футбол алаңы және 15 көше тренажерларын орналастыру көзделген. Сонымен қатар тұрғындардың жайлы демалысы үшін 17 шағын сквер орналастыру жоспарланған. Жарықтандыру жұмыстары бойынша биыл 4 көшені ішінара жарықтандыру, 5 көшені қосымша жарықтандыру және 50 ойын алаңы жарықтандыру жоспарланған. 2025 жылы 20 мың ағаш отырғызылады. Сонымен қатар 1000 даңғыл ағаштар отырғызу жоспарда бар. Одан әрі 420 қоқыс алаңы орнатылады және 2000 евро жәшік, қоқысқа арналған 2000 евро жәшік. Бұған қоса 8 бағдаршам нысаны орнатылады. Сонымен қатар биыл автодромды күрделі жөндеу жоспарланған. Жұмыстар сәуір айында басталады. 2024 жылы жүзеге асыра басталған орталық жағажай мен Лермонтов көшелерін абаттандыру жұмыстарын биылғы жылы аяқтау көзделген. Қысқаша мемлекеттік тілде мәлімет сондай, енді ары қарай орыс тілінде жалғастырайын. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Разрешите вкратце доложить вам о планах работы по благоустройству города Павлодара на 2025 год. Так, в текущем году, как вы уже знаете, 25 марта мы запустили асфальтобетонные заводы. В настоящее время в связи с погодными условиями мы выполняем только 10 бригадами выполняем ямочный ремонт. Как только погода позволит, мы приступим уже к среднему ремонту. К среднему ремонту в текущем году у нас предусмотрено 15 улиц, 22 улицы частного сектора, 13 участков тротуаров, это протяженностью у нас порядка 15 километров. Кроме того, 13 объектов образования, 3 медицинских учреждения и 107 дворов. Также у нас планируется в текущем году установка детских игровых площадок в 50 дворах. В настоящее время на 10 дворах мы уже к работам приступили, проводили объезд. В настоящее время подрядная организация выполняется работы по устройству основания и установке бордюров. Данную работу мы планируем завершить, к сведению, до 1 июня. 100% материал весь есть, который на детской площадке предусмотрен. Это мафы, всего там 14 элементов. Традиционно, вы знаете, 14 элементов, ограждение, тартановое подкрытие, подходы. Вкратце по детским площадкам информация такая. Кроме того, у нас запланированы работы по устройству 10 футбольных полей и 15 уличных спортивных тренажеров. Кроме того, для обеспечения досуга граждан, как вы знаете, в прошлом году мы установили 8 мини-скверов в различных частях города. В этом году мы эту работу продолжаем. Планируется 17 мини-скверов. Я думаю, со следующей недели, в середине недели, мы к этой работе также приступим. Подрядная организация определена, материал на 100% имеется. В принципе, проблем с этим не имеем. Далее, что касается уличного освещения. Эту работу мы продолжаем. В текущем году 4 улицы у нас полностью будет освещение. На 5 улицах дополнительное освещение будет установлено, опоры освещения. И также будет охвачено освещение 50 игровых площадок, детских игровых площадок, которые мы в текущем году установим. Эту работу мы также уже начали. Что касается посадки зеленых насаждений. В текущем году у нас, в 2025 году, запланирована посадка порядка 20 тысяч деревьев. Из них порядка 1000 это аллейные деревья. Это прошлогоднюю совместно с Берегиней Био мы эту работу продолжаем. Вы знаете, инвентаризацию деревьев провели. Приступили к демонтажу старых и больных деревьев. Вместо них будет посадка также аллейных деревьев уже порядка 3,5-4 метров высотой.
Также будет продолжена у нас работа по устройству контейнерных площадок под евроконтейнера. Всего у нас планируется 420 площадок и приобретение и установка 2000 евроконтейнеров. Также по обращению граждан запланировано устройство у нас 8 светофорных объектов по городу Павлодару. Это наиболее выбраны, где наиболее часто происходят у нас аварийные ситуации, связанные как с автолюбителями, так и с пешеходами. Также реализуется в текущем году у нас большой проект, неоднократно тоже поступали обращения в адрес местных исполнительных органов. Это у нас капитальный ремонт автодрома. Многие там не раз были, состояние его, конечно, сейчас желает лучше, оставляет желать лучшего, да. В этом году мы там проведем капитальный ремонт. Также у нас продолжается реализация двухгодичных проектов. В прошлом году мы вам давали информацию. В 2024 году мы начали капитальный ремонт и восстановление это нашей набережной. В этом году мы планируем ее завершить. Также приступили к работам по реконструкции улицы Лермонтова. К работам приступили. В текущем году также планируем ее завершить. В прошлом году мы дошли до улицы Сатпаева, теперь от Сатпаева будем продолжать в сторону улицы проспекта Назарбаева. Вкратце у меня все. Если есть вопросы, пожалуйста, готов ответить. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы, Кристина. По улице Лермонтова можете, пожалуйста, подробности рассказать, что там предусмотрено, да? Сапаева до Кутузова? В том числе туда входит наш сквер афганцев, то есть где установлен флаг у нас, там у нас будет замена брусчатки. В целом у нас проект, разрешите, да, если вопрос есть по улице Лермонтова, что проектом предусмотрено, скажу. Это у нас два сухих фонтана установка, затем тротуарная плитка порядка 38 тысяч квадратных метров, полностью замена асфальтобетонного покрытия, установка детских площадок в количестве 6 единиц, спортивные площадки 7 единиц, затем посадка зеленых насаждений, порядка 300 деревьев, 315 деревьев, плюс еще у нас есть кустарники, порядка 58 тысяч. Разбивка цветников, это порядка 7 тысяч квадратов, газоны 15 тысяч квадратов, остановочные павильоны, освещение и поливочный водопровод. Автоматизированный поливочный водопровод, вы, наверное, видели все. Вот вопросом задаются многие, что вот эти вот за штуки там торчат. Красненькие, черненькие. Ну, красненькие это под электропровода, а черные вот эти трубопровод полиэтиленовый это под автоматизированный полив. Вот сейчас, вы, наверное, видели, по улице Лермонтова вот у нас есть огороженные территории. Там это у нас емкости накопителей для автоматизированного полива. По той стороне, которую уже сделали, вот где наше место, Discovery, там очень мало места под зелень. То есть все заложили камнем и все. Так же не будет? Так, нет, посадка у нас еще, она не в полном объеме завершена, хотелось бы подчеркнуть. Там у нас посадка будет, цветники и газоны еще. Вот эти места, которые оставили. По сумме и по автодрому хотелось бы подробности. Тоже сумму и что будут делать? Там будут менять асфальт или... Так, по автодрому... Разрешите, отвечу. По автодрому там будет полностью асфальтирование, знаки, светофоры. Она будет примерно как спецзон. А сумма? По сумме сейчас затрудняюсь. Порядка 600 миллионов. А по асфальту там капремонт? Да, капремонт. Капремонт, устройство КПП. Вот автолюбители в прошлом году, вот я скажу, обращались, вот, прям эти директора автошкол обращались даже, вот, приходили. Мы с ними эти вопросы все обсуждали. И вот они такие вот, говорят, это было бы очень хорошо. Что? Да, их пожелания, там, конечно, там были вообще очень большие там пожелания. Но я думаю, что уже золотую середину мы нашли. И будет очень удобно для наших автолюбителей. Да. Он в коммунальной собственности он наш. Так, в текущем году на улицу Лермонтова на завершение проекта нам выделено порядка 3,7 миллиардов. По Брестской очень много критики было в этом году. Как вы сами считаете, обоснованна ли эта критика? И по замене деревьев
10 тысяч и всего, которые заменят, или я Как? не услышала правильно? 1000 мы аллейные только будем менять. 1000 олень. Да. Можете участвовать? Общая посадка у нас по городу порядка 20 тысяч на этот год. Это весенняя и осенняя посадка. Что касается критики, критика была. Но еще раз хотелось, я вот ранее уже говорил, что мы не просто там какой-то госслужащий взял и начал пилить деревья, либо какой-то, извиняюсь, этот работник там коммунальной службы. Это все у нас мы сделали инвентаризацию со специалистами по их согласованию, породный состав, возрастной, полностью инвентаризация, то есть больные деревья. Уже ранее мы комментарии давали о том, что старые больные деревья не дают того эффекта, как вот молодое дерево. Поэтому принято такое решение на аллейный. Вот именно посадка аллейных деревьев. У нас продолжаться работа будет по улице Астане. В прошлом году вы принимали участие, да, на посадке. Это в районе вот, от улицы Едыге-Бида в сторону улицы Турайгырова. Затем по улице Бектурова, по улице Турайгырова. Также сейчас рассматриваем вопрос посадки по улице Академика Чокина. И по сумме, и как там заменяется 1 к 10 или 1 к 1 эти деревья? Все-таки они же сносятся. Сносим, но следует здесь учитывать, мы, вот, допустим, даже возьмем вот этот участок, да, вот Лермонтова, Астана, условно мы снесли здесь порядка 30 деревьев, но посадили мы взамен порядка 70 деревьев. Это все исходя из рекомендаций, вот какие рекомендации дают, расстояние между деревьями, сколько, количество единиц, чтобы научный подход, в общем, здесь используется не какой-то там, что, как я уже не буду повторяться, что какой-то госслужащий, либо там коммунальщик сам придумал так сажать. И по сумме, по озеленению? Как Следует отметить, что здесь вместе с грунтом мы садим. Угу. Увидели, да, это? Как? По сумме? На По посадку? озеленению. На посадку или Здесь вместе посадка, с у нас 3-годичный договор, в 2021 году закончен, в этом году договор истекает, там порядка, сумму знаете? 600-700 миллионов? Ну, порядка 700 миллионов. Ну, если точно суммы нужны, мы тогда можем в запросе или как вам ответить. Стас, пожалуйста. Да, продолжаю вопрос по материю. Приживаемость будете определять после или уже проверяете? Мы уже сейчас занимаемся ежегодно. После посадки мы эту весеннюю приживаемость. В прошлом году хотелось бы подчеркнуть, вот где мы садили, это в районе Фрегата, в районе Спорт-Сити, у нас приживаемость деревьев составила практически 98,7%. Полив. Пока еще цифры я не могу сказать. Еще вы сами видите, погодные условия, еще даже дерево на почке не начало. Но работа сейчас ведется, коэффициент до какого времени? Ну, я думаю, до мая месяца. До мая. Да. Хорошо. Вопрос по 15 улицам, которые планируют отремонтировать в этом году. Какая сумма заложена на эти работы? Так, средний ремонт 15 улиц у нас порядка 5 миллиардов. 5 миллиардов. Хорошо. И еще следующий вопрос. Вот, коллеги, очень важно, я хотел бы здесь подчеркнуть, что в текущем году мы будем применять щебеночно-мастичный асфальт. В прошлом году нам рекомендации Национальный центр качества дорожных активов дали щебеночно-мастичный асфальт. Сейчас, ранее, который мы использовали, это, допустим, мелкозернистый, горячий, да, асфальт, мелкозернистый, горячий асфальт. В этом году щебеночно-мастичный асфальт будем использовать. Он подходит для наших погодных условий. То есть зачастую у нас из-за того, что климат резко континентальный, трещины образуются, да, в асфальтобетонном покрытии. Щебеночно-мастичный асфальт, у него структура немного другая. Отводит воду? Он не отводит, он более плотный. Плюс там целлюлоза добавляется, да. Если хотите, там отдельно потом расскажу, что там в составе есть. Он более адаптирован к нашим погодным условиям. Если научно сказать, физико-механические свойства у него совсем немного другие. А технология, уклад? Все так же остается, все остается. Сам состав просто другой немножко. Пожалуйста, дальше спрашиваю. По стокам ливневым будут какие-то средства в этом году? По стокам ливневым, да, у нас запланированы порядка 7 участков, ранее мы уже говорили. Это мы планируем по улице Камзина. Вот у нас талая и грунтовая вода там собирается. В районе пересечения улиц Академика Чокина, Камзина. Затем наиболее, вот я вчера встречался с жителями. Это в районе у нас Чайковского, Осипенко. Там тоже дренаж мы планируем установить.
Это отдельный бюджет будет выделен. Это отдельно наше предприятие будет. Это наше госпредприятие будет заниматься. Сумма какая? Сумма они, может, своими силами, да? Своими силами. Хорошо. Единственное, приобретение материала и работа. По ясным площадкам. В прошлом году говорили, что в этом году осталось определенное количество, которое закроет 100%, что все площадки детские в городе отремонтируют. Так ли это? Так, у нас на сегодняшний день 517 дворов охвачены, да? Да. 517. Мы в этом году 50 планируем установить. И у нас порядка 23 остается. 23, да. Но здесь следует учитывать, что да, вот мы выезжаем, вот хорошо, жители обращаются, поставьте здесь, вот многие увидят, что вот вроде открытый двор, да, открытый двор, есть место, но там на самом деле коммуникации проходят. Мы поэтому заблаговременно вот в зимний период вот эти 50 площадок с коммунальными службами отработали, выехали, взяли схемы. У нас, как правило, проходит там либо водопровод, либо канализация, но зачастую это линии электроснабжения, и поэтому некоторые дворы, вот где есть пустошь, чтобы вы понимали, что все эти, значит, проходят. Детские площадки и какую в этом году какую сумму выделили? Как На площадке в этом году какую сумму выделили на детские? в этом году 600, сколько сумма? 700 договор. 700 миллионов. И последний вопрос по новым мусорным контейнерам, которые сейчас устанавливают. Сейчас, я так понял, что планируют полностью заменить их во всем городе. За исключением частного сектора. Да, понял. И как они себя показали, почему решили заменять именно на евроконтейнеры, и какой охват сейчас города уже, сколько охватили уже процентов? Ну, охватили порядка, наверное, 30-40%. Как они себя показали? Первое, это больший объем мусора. Второе, они ограждены. Есть крышки, то, что мусор не разлетается. У нас зачастую же открытые контейнеры от старого образца. А мусор во дворы разлетается. Вот такие вот. Благодаря этим контейнерам, я считаю, что значительно улучшили мы санитарное состояние вот именно контейнерных площадок. Плюс они современные, вы сами, наверное, видели. Плюс загрузка машины, которая сейчас используется, спецмашины, это порядка 18 машин приобрели. В этом году они еще, по-моему, 6 машин, да, приобретают. Именно под заднюю загрузку евроконтейнеры вывозить. И объем, который они грузят в спецмашину, намного больше. То есть, если ранее используется там, если вы знаете, наверное, старые там ЗИЛ-130, ГАЗ-53, там сколько у них грузоподъемность, пускай будет 3,5 тонны, да? А эти машины у нас до 8 тонн могут возить. То есть не надо там условно этому механизатору со своим оператором 10 раз на свалку ездить, чтобы его... То есть это намного оперативнее, быстрее и чище. То есть машины закупают за свой счет, это все? Да. Правильно, и контейнеры тоже? Контейнеры мы установлены. По контейнерам какую сумму потратили? И планируете за сколько лет 100% город охватить? 2-3 года? Я думаю, порядка еще... Следующий год еще у нас останется. Следующий год? Да. А сумму куда это выделили вообще на контейнеры? Так, на контейнеры. Сейчас, минутку. Сумма какая? По сумме, может, дополнительный запрос сейчас сделать, пока не мы надо. ответим. Потому что не Дайте. готовы к этой сумме. Там у нас же отдельная площадка, отдельные евроконтейнера. Да, вот хотелось очень сумму слышать. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Еще вопрос, коллеги? Сейбір толық сейбір қашан өтеді датасы белгілі ме? Және коммуналшылардың тарапынан қандай жұмыстар атқарылады осы талдау? Жалпы облыстық сенбілік 21 наурыздан 1 мамырға дейін өткізіледі. 31 мамырға дейін. Таза Қазақстан акциясы болады. Бұдан әрі 12 у нас запланирован общеобластной субботник. В настоящее время уже 7 предприятиям закрепления выдали призывы. Вы, наверное, видели, коммунальные службы у нас уже приступили к мойке остановок, фонтанов. Плюс еще предприятия у нас будут. И коммунальные службы также вышли. Это с 31 марта стартовало в рамках акции «Таза». Да, это в рамках, знаете, исполнения акции «Таза Казахстан». Там, что у нас еще? Акции, еженедельные акции у нас планируется, это очистка берега, предприятия, выход предприятий, вот дворы у нас. И по технике тоже, что будет бесплатно, не полигон. Так, техника, да, номера, контактные данные по вывозу мусора мы дали номера. Прием мусора на свалку будет осуществляться бесплатно, поэтому во время субботника всех призываю активно принять участие.
Максимально убрать наш город. И технику ЖКХ вы тоже выделяете. Жители, получается, многоэтажек, они убирают 5 метров от своего дома, да? А дальше уже Дальше коммунальная служба. дальше коммунальная служба. У нас на сегодня на утро порядка 120 человек на внутрикварталку вышло. Сейчас квадратами улицу убираем. После зимы, вы все знаете, мусора много, конечно. И все нерадивые наши жители, которые мусор разбрасывают. Мы вчера буквально вот проводили объезд нашими коммунальными службами. Есть работа. В общем. По разметке, получается, в этом году... Разметка на Бастаймс. Это плюс 10 нам надо, ночное время. Он не где-то 15 апреля, наверное, начнем. Плюс 10 среднесуточная. Вообще по СНИПам среднесуточная у нас плюс 10 должна быть. А нет, ночная температура плюс 10, да? Ну, как правило же, разметку ночью выполняем, чтобы движение не останавливать. Сезон фонтанов еще. По инолайне здесь у вас, получается, трубопровод, да? Да. Поэтому... Их текущий ремонт было. Два текущих ремонта фонтанов у нас будет, Айнолайн и вот с Клинцовым. Сейчас уже приступили. Функционировать в этом году? Как? Сколько будут функционировать в этом году? Фонтанов? Ну, все, которые в городе есть, у нас их 28 фонтанов. Все будем. Сейчас уже готовят, мы уже эту работу мы еще в апреле месяце начали подготовку. Чистка, мойка, Казарова, там Джимстеатр. Это ревизия насосного оборудования, мойка их, гранит замена. В ближайшее время планируем запустить. Еще один вопрос. Сейчас зрители интересуют, когда отключат отопление, получается, срок. Отопление, то, что вот коллегам до этого собирались, говорил, наверное, сейчас вопрос. Отопление среднесуточная температура плюс 8, трое суток, когда будет, планируем отключать. Ну, сейчас, видите, дожди, там, в следующей неделе тоже дождь стоит. Ну, где-то середина апреля. Да, аппарат Веремс. Потом у нас начнутся испытания. И отдельно, наверное, будем мы проводить встречу с вами по подготовке к отопительному сезону. Да, пресс-конференцию проведем, разъясним все, что будет жителям, как, что будет, гидравлически. Просто некоторые КСК уже вывешивают объявление, что с 14 числа начнутся гидравлические. Нет, нет. Отопительный сезон официально завершается после выхода постановления Акимата города Павлодара. Тогда он считается завершенным. Поэтому там... Рабочий, в общем. Ольга, пожалуйста, вопрос. Да, у меня первый вопрос это уточнение. Вот немножко не поняла по стокам. Вы сказали, что 7 участков, да? Это они входят в проект ливневой коммуникации? Нет, это отдельно. Хорошо, тогда Это локально, чтобы сейчас решить вопрос об этом. Тогда вопрос по ливневой канализации. В 2023 году еще должны были технико-экономическое обоснование сделать. Я так поняла, что до сих пор не прошло госэкспертизу, да, проект? Ты его сейчас грузит на госэкспертизу. Расскажите, пожалуйста, сейчас на какой стадии вообще, что происходит с проектом? ТЭО сейчас на стадии загрузки на госэкспертизу. Были определенные моменты в части корректировки проекта. Это подключение к электроэнергии. Здесь следует учитывать, что мы его на этапы делили. Затем был вопрос, именно куда сам сток воды будет. То есть здесь у нас практически мы на очистные сооружения его планируем. На очистные сооружения это в сторону Жанаула. Вот, поэтому там были определены поиск коридоров, оформление земельных участков. Вы должны понимать, что это очень такой будет глобальный проект, и стоимость его будет тоже такая. Поэтому мы сейчас, чтобы локально решить проблему, вот эти 7 участков планируем сделать. ТЭО у нас пройдет, после того, как ТЭО пройдет госэкспертизу, это разработка уже самого проекта. Это здесь следует учитывать земработы, прокладка трубопроводов, подключение электроэнергии, очистные, смотровые колодцы. Ну, это очень такая большая работа. Можете условно сроки назвать? Ну, понятно, Нет, пока сейчас срок. не 1 год и не 2, ну, возможно, не 2, не 3 года. То есть вообще даже примерные сроки. Ну, в этом сейчас будем уже по мере, если как ТЭО экспертизу получит, уже по мере заключения экспертизы и выделения средств. Я еще раз повторю, очень дорогой он будет. Ну, там говорили о том, что на первый только этап 30-40 миллиардов, да, по-моему, тенге нужно. То есть вот после корректировки... Их 3 этапа, вот 3 этапа примерно по 40 миллиардов посчитать. Это осталась сумма или она... Нет, чтобы вы поняли, это предварительная сумма. А окончательная сумма, она будет после прохождения госэкспертизы. Если на 3 этапа раздельно, то, допустим, первый этап 40 миллиардов, второй может 50 миллиардов, третий там 60 миллиардов. Как образ. Да. До этого же еще не заходили на госэкспертизу, это только
первый раз же, да, когда это, получается, сделал? Потому что только Да. И еще по очередям, там вот первый, второй, третий этап, вы сказали, улицы так и остались, вот то, что заявляли, что вы на первом этапе так и оставили его. Всё хорошо. И второй вопрос по подземному переходу. В прошлом году мы каждый год запрашиваем, в принципе, по подземному переходу с 2019 года, все еще нет реконструкции и никто им не занимался. Вот здесь вопрос. Ну, В прошлом году вы сказали, что если будет финансирование, то все-таки в этом году реконструируют этот переход. Реконструкцию в прошлом году, если вы знаете, мы там текущий ремонт провели, там помогали нам художественные школы, то есть то, что от нас мы им предоставили краску, мы побелили, подготовили, отштукатурили, подремонтировали лестницы, после чего там художественные школы эти, и наши творческие люди зашли, помогли нам это сделать. Мы камеры установили, кстати, в прошлом году, чтобы вандалы там не бесчинствовали. Ну, реконструкцию мы проводить пока не будем, средства на это не выделяли. Вообще в этом году, а в следующем году вообще план остался? В планах есть. Понятно. А насколько вообще хватает этого косметического ремонта? То есть Ну, это сейчас, все зависит от людей, как они будут его по наблюдениям вашим. по наблюдениям, ну, на год хватает, я думаю. Ну и то это, вот камеры поставили, более-менее сейчас вроде успокоились. Хорошо. Еще один вопрос. Вот были планы по стадиону Батыр, там планировали построить инклюзивный молодежный спортивный парк. Нет, пока не будет его. Пока в связи с тем отказались. Первое финансирование, проект. Пока не будем. Ну, в основном с финансированием связано. Финансирование и проектирование. Да. Пока не будем. И еще вот по озеленению, по орошению. Несколько лет назад в парке Горсаде систему локального орошения первый раз пробовали. Сейчас вот с каких парков... В Горсаде у нас нет уже автоматизированного. В Горсаде у нас нет автоматизированного полива. Нет, я имею в виду, что там был участок, где экспериментально это капельное орошение пробовали. Мы писали про это. И вот поэтому вопрос, почему не стали эту систему внедрять в этом парке и вообще... Нет, здесь вы немного не правы. Автоматизированный полив у нас в прошлом году мы сделали. В 2023 году сквер детства Айналайн сделали. В прошлом году набережную, гусиный перелет, сквер мечети Машхур-Жусупа, затем еще один участок, сейчас не помню. Как? Церкви нет, церкви не делали. Ну вот у нас от набережной верхний ярус, нижний ярус, начиная вот от Кайрбаевского спуска до Лермонтова. У нас там автоматизированно уже в прошлом году сделали. И гусиный перелет там тоже автоматизирован на склонах. Пока нет, пока нет. И по набережной можете уточнить, что конкретно там будет делать? Вы говорили, что там фонтан, да? Нет, фонтан, я говорю, это по улице Лермонтова у нас устройство двух сухих фонтанов. У нас ремонт лестничных маршей, установка мафов. Также мы хотелось бы отметить, что здесь завершили ремонт аварийной смотровой площадки, доступ сейчас туда обеспечили. Также сейчас продолжается там ремонт лестничных маршей, плюс электроосвещение, электроснабжение. Сроки В текущем году, я думаю, мы... до конца года? То есть, Нет, не до конца года, набережную, я думаю, быстрее закончим. Ну, апрель-май, я думаю, завершим уже. Там есть которые дефекты, сейчас подрядчик за свой счет их устраняет, уже затем будем дальше разбираться. Спасибо. Асия. Многие жители об этом говорят. По улице Лермонтова, дорога от Скалы, выше дипломат. Из-за того, что тротуар расширили, сузилось много дорог. То есть раньше 3 машины свободно влезало, то есть сейчас впритык или как. То есть это предусмотрено программой реконструкции улицы Лермонтова, то есть по всей улице Лермонтова дорога не сужена. Нет, только на этом участке. Да. Вот много критики там получали, мы ее на метр расширили, зимой проблем не было. А вот дальше улицу Лермонтова мы даже по той ширине будем продолжать, но здесь хотел сказать, что в целом, чтобы для пешеходов удобно было, мы делаем эту работу. А для движения это никак не... Нет, не повлияет. Далее на том участке уже таких изменений не будет. Кристина. Да, можно, пожалуйста, уточнить? Улицы, где будут снимать асфальт, уже известны. Согласовали ли эти работы с тепловыми системами, с водоканалом? Не будет ли так, как на Камзино в том году было? И вообще, какие будут участки в городе, где будут вот надолго закрывать дороги из-за
сетей? В текущем году замена где участков будет. Вот мы сейчас как раз это подготовка отопительной. Мы уже коммунальные службы здесь в зимний период собирали, уже согласовали участки, где будет у нас средний ремонт. Отдельные участки улицы мы будем пропускать, где коммунальные службы будут проводить какие-то работы. Это у нас, сейчас я вам скажу, участки, это по Имаутово у нас участок есть, по Муткенова, Малайсара, Гагарина лесная. Гагарина лесная, братьев Дюсембиновых, будет правильно, да? В принципе, со всеми коммунальными службами мы работы согласовали. Где-то будем на отдельных участках, и скорее будем приступать к среднему ремонту. Вот сейчас испытания пройдут, чтобы мы будем, если вот, условно, середины апреля, у нас порядка 5-7 дней будут испытания, там, температурные, гидравлические, уже потом будем приступать. А сейчас, где сетей нету, как потеплеет, земля отойдет, мы уже средний ремонт начнем. То есть заранее вы не согласовываете? Уже нет, мы уже эти улицы согласовали. То есть как с Камзином, так не будет? Нет. Как с Камзином у нас, по-моему, совсем другая ситуация была. А по пляжам ничего не сказали. Будет что-то новое на Усолке, на центральном пляже? К пляжному сезону мы готовимся. Бассейн у нас практически готов. Выделили, навес заменили, потом для маловобильных евродоску сейчас продолжается замена. Вот с коллегами позавчера обходили набережную, питьевые фонтанчики, у нас все готово. Камыш имеется на зонты, лежаки все подготовлены, покрашены, спасатели готовы, техника спасательная готова. То есть новых объектов не будет, там аквапарк какой-нибудь на Усолке? Аквапарка нет, на Усолке не будет аквапарка. Все хорошо, спасибо. Река же есть, и не надо купаться. Так, можно дальше вопрос? Возвращаясь к теме мусора, вопрос о сортировке и переработке. Как-нибудь вопрос сейчас обсуждается, какие-нибудь новые производства в городе планируются? Планируется у нас То есть мусор. вот эти вот контейнеры, которые стояли для пластиковых бутылок, для ртутных ламп, они исчезают потихоньку из города. Планируется у нас мусоросортировочный завод. Земельный участок выделен. Как только начнется его реализация, мы, наверное, тоже, ну, наверное, недропользование будет, либо экология его собирать. Это будет современный завод именно по сортировке мусора. Вот эти контейнеры, Такого в республике даже нету, к слову, для информации. Хорошо. Контейнеры, которые раньше стояли для бутылок, для пластиковых, они будут появляться в городе или всё? Они есть. Они есть, но отдельные мы забираем, конечно, на ремонт. Вот, ртуть содержащий для батареек, да, вы знаете, постоянно наши несознательные горожане туда бытовой мусор, там пищевые отходы, и наши коммунальные службы вот отдельно ездили. Ремонтом всю зиму занимались ремонтом, то двери оторвут, то мусор туда наложат. Ну, это все сознательные жители, здесь надо жителями тоже. Число таких контейнеров будет увеличиваться или только их ремонтируют пока? Пока ремонтируем. Если будет где-то необходимость, мы можем установить. Но такой прям острой необходимости я пока не заметил, что все прям бутылки там несут. Много камер же установлено. Где-то хоть раз наказали за вандализм над этими контейнерами? Ну, это, наверное, к полиции, да, к месту полицейской службы, наверное, вопрос. Вот кто мусор, нигде, где попало, вываливают, их наказывали, вы, наверное, тоже видели, они в соцсетях публиковали. Многие пользуются, подъедут на контейнерную площадку, вываливают крупногабаритный мусор, там, строительный. А камеры, которые в пешеходном подземном переходе, они подключены к УЦОВу? Нет, у ЦОЛ свои камеры.